Каждый год высокая скорость и незнание ПДД уносит десятки жизней жителей Ингушетии. И это не только водители, но и пассажиры, пешеходы. А иной раз в регионе только в одной автокатастрофе погибали целыми семьями. С целью профилактики и пресечения грубых нарушений правил на дорогах сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейдовые мероприятия. Напоминают, что следует знать водителю, когда он садится за руль автомобиля. Как и прежде, самыми частыми нарушениями в республике остаются превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, неиспользование ремней безопасности, неправильная парковка. Часто встречаются водители, которые торопятся, отвлекаются. Инспекторы раздают памятки, буклеты с правилами ПДД и призывают быть внимательными. Инспектор удара у нас проходит акция. В месяц священного поста часто слышатся жалобы со стороны автолюбителей и пешеходов на участившиеся нарушения ПДД участниками дорожного движения, особенно ближе к вечеру, когда все торопятся попасть домой на разговение. Однако религия не только не оправдывает, но и осуждает подобное поведение. Ведь пост – это не просто воздержание от биологических потребностей, но и духовное воспитание. Справа с третьего полосы переполоса ждать везер. Заранее до отмещи полоса. Я поворотник, пристроиться делали. Хайк эвели сбоглил бы так пробка же с банси. Правильно, машина хамычхов. Сабаржу эздел лучше бывает каких пропускать до пешеходов пропускать до. Ну сабаржби. Я диалог, я нахал, я адлаться хержбы. Аж может чувак эз бывает ну каких чувак эздел бывает сканц. Да, ребята, хамхом, что соблюдать здесь шамаш. Мусульманин в дни поста должен быть терпимым ко всему и ко всем, совершать добрые дела. Большинство исламских ученых едины во мнении, что нарушение правил является греховным. Мусульманин не только должен соблюдать ПДД, но и заботиться о безопасности на дорогах. Сотрудники в ходе беседы с водителями подчеркивают, несоблюдение правил – это не только неуважение к другим участникам дорожного движения, но и пренебрежение к чужим жизням и здоровью. Правила соблюдать, Богословы отмечают, дорога должна принадлежать всем людям, чтобы они могли получать от нее пользу. И даже запрещается молиться на дорогах, если создаются препятствия для проходящих, несмотря на то, что намаз является важнейшим столпом ислама. Религия побуждает освобождать дорогу от любого препятствия. В хадисах пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, говорится: «Я видел в раю человека, который приобрел место в нем, просто убрав преграду с дороги в мирской жизни». Также он сказал: «Убирай помеху на пути мусульманам». Ведь часто нарушения приводят к непоправимым последствиям, к смерти окружающих и собственной. По мнению исламских ученых, основанному на аятах и хадисах, смерть в результате нарушения норм и правил дорожного движения является самоубийством. Мархи бот веси их узлождик бар сахсолож шорт хал правила цохоша омье дух бы правила цохош даже да хастаган знака харви يعني حتى شيء بقويا وقت واسون صحيح под знак хас правил хас омье есть правила. В последнее время в новостных лентах реже появляется информация о фактах серьезных ДТП в регионе. Частота дорожных происшествий в этом году немного снизилась. Однако их цель – максимально сократить показатели аварийности. Данное мероприятие у нас проводится на постоянной основе, потому что у нас содействие аварийности, хоть и есть снижение показателей, но, к сожалению, аварии происходят, к сожалению, люди калечатся и гибнут. Хотелось бы, чтобы граждане были более благоразумнее, более осознанно себя вели. Все-таки взрослые люди, управление транспортным средством, говорят о том, что они взяли на себя право быть для людей не опасными и, конечно же, соблюдать правила. К сожалению, оставляется особое внимание, это детский травматизм. На сегодняшний день, к сожалению, происходит наезды на пешеходов, именно на детей. Конечно же, мы будем отрабатывать и данный вид нарушения. Несмотря на непрерывную борьбу госавтоинспекции с нарушителями, статистика аварийности в Ингушетии неутешительна. С начала года зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых 7 человек погибло, 48 ранено. Диана Дударова, Хамзат Халухоев, Новости 24.